Так, у нас сегодня прогулка намечается. Вон там ждет Умка прогулки. Потом сейчас Айду Маша выпустит. Может, сначала Айду отпустишь? Умка-то она успеет еще, чтоб сразу потом... Умка, она, вот знаете, Умка, она не гонится за мной. Она такая предательница. А Айда, она верная такая, и она всегда ни на метр почти не отстает. И тоже, когда в лес идут с Машей, постоянно она гуляет по лесу, и каждые минут 10 навещает. Приходит, понюхает там Машу, еще что-то, и обратно. Умка там скачет, ожидает прогулки. Видите? Айдушка, а с ошейником отпустила, да? А почему? Ну, обычно с ошейником как-то... Чё ты кричишь-то? Чё ты кричишь-то, Айдушка? Сейчас поедем. Сейчас поедем. Вот они такие, счастливые всегда, на каждой прогулке. Айда, Умка, ты тоже? Все, Маша, я поехал. Если что, ну-ка, не деритесь. Ну-ка, лак. Айда. Девочки, они дерутся. Я съезжу, прогуляюсь с ними. Хорошо? Давай, лок. Не деритесь, лок. Нам. Умка, лок. Все, поехали. Поехали, братья-кролики. Давайте. Лок-то. Умка впереди. Айда, догонит она. За нее не волнуюсь. Умка меня оставляет постоянно. Лок. Оба белые собаки, смотрите. И часто на видео их путают. Оба девочки дерутся. Это сейчас они еще мирные. Сейчас будут драться потом. Я не знаю, как буду разнимать их. Постоянно. А жалко оставлять. Одну, например, на выгул, вторую нет. Много раз так делаю, конечно. Одну беру, другую нет. Потом, видишь, они потом обижаются на меня. Лучше уже сразу двоих. Лок-то нам, лок-то. Давай, лок-то. Поехали. Лок, айда. Умка. Лок-то. Ёзыши не лазене выразиться. Лок-то. Умка, лок. У обоих холки приподнятые. Драться их. Вот это Айда вообще драчунья. Нам главное из села вырваться. Потому что тут они отвлекаются очень много. Там запахи, собаки, кошки и еще такое. Все, короче говоря. Здесь пока выключусь. Дальше поедем. Всем привет, друзья. А вот я, как говорится, в кадре. Вот. Ну, сегодня у меня такая прогулочка будет. Ну, каждый год почти снимаю такие прогулки. В этом году снимаю прогулку первый раз. Ну, потому что выезжаем-то мы часто с собаками. То с одной, то с другой. Сегодня он с обоих взял. Ну, потому что, как уже говорил, обижаются они. Вернее, жалко на них, смотреть. Например, Айду выпущу. Умка такая смотрит в вольере. Прям вот жалость берет. Или, например, Умку возьму с вольера, а Айда на цепи остается. Тоже жалко. Думаю, обоих возьму, что, поругаются девочки немножко, пошумят, может быть, немножко. Пока сюда доехали, вот добрались до речки. Речка, почти высохла. Речки почти нету. Хотя каждый день дожди, но что-то... Вот я смотрю, я на высоком берегу, да, сижу, и дно видно.
как бы, ну, эта речка такая чистота, не той чистоты, чтобы дно было видно, если она глубокая. Вот. Нету. И остров там очень сильно еще виден, но воды почти нету. Добрались пока до речки, собаки чересчур бежали, игрались, бежали и запыхались, аж это самое. Пока доставал камеру здесь возле реки, да, что-то они уже по речке хотел поснимать, но по речке уже там пошлепали, побегали. Сейчас вот тенечки куда-то туда, не знаю, видно или нет, в тенечке там, может быть, даже видно там сзади, ждут меня дальше, ждут, когда я дальше поеду. Вот. Сегодня прекрасный день, очень такой, ну, один из осенних дней, так сказать, уже. Чувствуется очень, наступает у нас осень. Август, конец августа, конечно же. На севере уже мы говорим после обеда 2 августа, это считай осень. А тем более уже сейчас уже конец августа. Где-то Умка там, не знаю, камера берет или нет. Шлепает она. Она не плавает, но она шлепает в воде. Смотрит, шлепает. Где-то она там. Айда не очень-то спускается. Ну, тоже уже сегодня побегала по воде. Вот такая речка у нас, Нившира. Природа такая. Ну, пока, ну, листья уже начинают желтеть на березе, на иве, на виняке. И травы такие уже не такие яркие, поблекшие, конечно. Ну, я же говорю, приближается осень. Приближается осень, и никуда от этого не деться. Айда вот еще никак. Хочу Айду запечатлеть, как они. Иногда они начинают играться, не дерутся именно, а играться начинают, и очень приятно на них смотреть, когда играются. Потом играются, и что-нибудь не понравится, сразу переходят на драку. Моментально, прям за секунду. Умка там ходит по воде, ей жарко. Она у меня, хасочка такая, любит, ну, прохладу любит. Вот. К сожалению, больна эпилепсией, и за нее очень, как бы, переживаю. Кузнечики поют. Вот, прям вот я люблю очень, когда вот кузнечики поют. Вот, обычно как? Луг скосят на сенокосе, потом уберут, и начинается вот это стрекотание кузнечиков. И мне оно так нравилось с детства. Я иногда вот на сенокосе в обеденный перерыв ляжешь так, и слушаешь, какими же они, ну, разными мелодиями играют эти кузнечики. И более высокими нотами, и более низкими нотами. И как-то переливается, как вот соловьи. Только, ну, конечно же, несравнимо с соловьями, но очень все равно приятно слушать. Лежишь, вот, это все вспоминается. Вот. Ну, мы, наверное, дальше поедем по дорожке. Сейчас по этому лесочку прогуляемся. Вдоль речки есть лесочек такой. И я всегда по нему прогуляюсь, там тенечек такой, ну, прогуляюсь, может, грибочки вышли. Если вышли, там потом в следующий раз можно сказать Маша, и чтоб собрала там. Обычно туда масленники выходят. Они, правда, быстро червивыми становятся, но как есть, так и есть. Собачки ждут меня, видите? Они знают, что я всегда здесь останавливаюсь. Здесь такое место очень мне приятное тоже. И речка тут, я сам на высоком берегу, спуститься туда мне, конечно, невозможно, но мне видно все. Видно прекрасное место. Лес, природа, птицы поют, солнышко светит. Что еще надо человеку, да? Что еще надо человеку? Так, поехали мы дальше. Что-то уже больно они возле меня трутся. Наверное, сушки им. Сейчас я угощу сушками. Айда, на. Умка, лежи. Все, потом погуляем, потом снова. Иди, не воруй. Она такая нахальная. В сыночку лезет.
Все, поцеловала ручку. Тронемся потихоньку дальше. Здесь прошлый год масленников очень много было. Ну, смотрите, кто-то, наверное, уже, вон, видишь, сгнил масленник, кто-то выбросил. Значит, кто-то уже тоже проверил эти места. Ну, потому что здесь действительно, даже бывает, что сухие вот эти грузди, белые сухие грузди выходят. Деревья такие, приятно, воздух свежий. Вот едешь по дороге, воздух не такой свежий. А сюда как вот заезжаешь, вон маленький масленник. Сюда как заезжаешь, так сразу. Ну, такая, чувствуется такая. Да, кто-то собирал масленники, вон. Сейчас еще покажу. Вон, видите, кто-то выбрасывал. Значит, кто-то проверяет тоже. Не только я здесь облюбовал это место возле речки. Тут уже тропа такая образовалась. Вот здесь маслята. Паутину поймал. Ну, вот прям как в настоящем лесу, друзья. О, вот видите маслята? А? Наверное, попадают в кадр. Но эти уже, конечно, непригодные. Масленники не такие, не быстро. Это самое. Вот такой лесочек. Здесь тоже речка. Сейчас здесь просто по бережку. Близко, конечно, опасно подъезжать. Ну, потому что опасно. Тут может это самое оползень случится. Че, потеряли меня? Потеряли, братья-кролики? Развернемся, так поедем обратно. Видишь, я мухомор, не мухомор, а где-то мухомор я даже видел. Так. Вот видите, там маслята, сколько маслят выходило. Тут лесок-то небольшой, но мне приятно, вот как будто в парке хожу. Вон мухомор там я вижу. А где мухомор, там обычно белый гриб бывает. Но тут белые грибы, они не боровики, а луговики выходят. Вон, видите, не знаю, попадает, нет, как там мухомор. Красавчик. Выходим из леса-то. Вход надежно закрыт ветками. Вход надежно закрыт ветками. Ой. Все, вышли мы. Вот такая дорога. Мои собаки куда-то дальше побежали. Айда уже возвращается. Она, я же говорю, она через каждые 10-15 минут меня проверяет. И Машу тоже, когда в лес иду. Вот. Он мчится там. Умка. Где она мчится-то? И не вижу, где она мчится. Бежала где-то на камеру. А, вот она. И увидели, что я стою, и сразу затормозили. Еще хочу поснимать, друзья, и никак не получается у меня. Кто-то спрашивал из зрителей, я уже забыл, извиняюсь, конечно, за это, что осталось от моих подруг, подруженик таких, живые или нет еще. Из подруженик осталась одна вот эта сосна и вот эта маленькая рядом с ней. Я к ней уже заехать не могу, там уже все как бы оползень, такой овраг. И вот здесь такой страшный овраг, видите, овраг отделяет эту нашу дорогу с этим как бы все, шлагбаум для меня. Не могу подъехать, подружками я здороваюсь на расстоянии уже. Вот. Так, едем дальше, друзья. Нам спешить некуда вообще. У меня сегодня целый день на выгуле будет. Если честно, не знаю, кто кого выгуливает. Мои собаки меня или я своих собак. Умка любит очень витамины находить. Вот именно в этом месте она очень много кушает травы. Значит, какая-то здесь выходит трава, что ей вот именно нравится. Постоянно, вот как до сюда дойдем, такой тут тенечек такой, и она постоянно здесь вот ищет себе траву. И вот сколько вот мы бежали уже, сколько километров, да, и возле речки ничего такого не кушала. Как вот до сюда зайдем, до этого места, свернем с дороги, да, и начинает как лошадь жрать вот эту траву, жевать. Вот, наверное, ей по вкусу это все дело. Дальше эта трава еще не идет, она длинненькая, наверное.
И кашляет, есть, все равно глотает. Смотрите, как есть. Ну, прям вот действительно, как теленка вывели на пастбище. Жует и жует, жует и жует. Ешь, ешь, витамины на зиму. Мышкин тоже, вот, когда она в вольере летом, мы кидаем тоже вот этот пурей траву. Она там что-то тоже выбирает из этой кучки, что-то съест, что-то не съест. Вот. Очень любит зеленый горошек есть. Прям обожает зеленый горошек. Ну, прям вот именно стручковый. Прямо с кустика так сорвешь. Вот такая умочка у меня. Травоед. Она очень любит яблоки, очень любит огурцы, сырую картошку обожает. Сырую картошку может, наверное, ведро съесть, просто мы не даем, потом у нее начинается расстройство кишечника. Весь вольер в этих в салюте, как говорится, весь вольер в салюте от утки. Заехали на это такое поле, огромное поле. Тоже здесь очень любим мы гулять. Собачки очень любят здесь бегать. Здоровое поле. Видите, там вот край лесок, да? Вот туда мы поедем вдоль этого поля. Нам не нужно покороче, нам нужно подлиннее путь. Мы можем здесь вот прямиком по этому полю ехать, конечно. Но мы поедем вдоль опушки, так сказать, так длиннее. И собачки набегаются, и заодно будут лесок забегать. Ну и я там поснимаю, там что там, может посмотрю, как шиповник там созрел и все такое. Там вот где-то в углу, там тоже озеро есть. Ну и слышите, наверное, как играют кузнечики. Ягоды шиповника. Северный виноград такой, поспел уже, красненький. Их очень много. Но в этом году, конечно же, на приманку их не будут собирать, потому что рябины много. Рябина как есть. А вот для витаминов, для себя надо собрать, прийти и собрать. Вот, шиповник очень полезный. Из шиповника чай вкусный. И очень-очень много здесь витаминов. Межсезонье как раз для организма самое то. О, смотрите, какие ягоды. Наш северный виноград, так сказать. Такой большой куст вот тянется вдоль опушки. Все это шиповник, все это ягоды. Много их, очень много. И мелких, и круглых, и длинных. Разные все. Вот видите, этот сорт такой круглый. Как, ну, круглый прям. А вон сорт. Сейчас вот покажу. А вот длинный сорт. Он такой удлиненный. И вкус тоже разный. И мякоть тоже разная. Хотя бы вроде бы и один и тот же шиповник. Доехали мы до озера. Вот. Здесь решили немножко передохнуть. Сейчас покажу это озеро. Ну, насколько получится, правда, показать. Квадрокоптер не взял, друзья, потому что у меня батарейки вздулись и невозможно снимать. Там вот одна батарейка только осталась на 15 минут полета. Ну, это 5 минут, считай, на подъем, 10 минут на съемки, ну и все потом. А возни с ним, когда ты запускаешь, там очень много. Еще с моими руками. И не взял квадрокоптер поснимать. Я поснимаю так. Вот как выглядит это озеро. Тоже мне очень нравится. Пока сюда мостик я не сделал на рыбалку, но не знаю, еще планы строю. Здесь более такая плотва
покруче получается, и окушата тоже побольше. И надо бы и тут и, так сказать, попробовать тоже порыбачить. Ну, без мостика с коляской не подъехать, точно. Это озеро опоясывает, так сказать, вот это огромное поле, как бы кольцом даже. Почти получается, ну, если точностью полукольцо, почти чуть-чуть не смыкается прям. Вот, как подкова. Чуть-чуть не смыкается. Вот. Мои собачки куда-то подевались. Зашли туда, в лесок. Вот удобно вдоль опушки гулять, не по полю, а потому что они забегают в лес, выходят, обратно забегают. Вот. Ну а я, друзья, дальше прогуливаться. Вот в том направлении буду ехать вдоль опушки. Ну тут еще довольно-таки большое расстояние нам на прогулку погуляем. А мои собаки уже возвращаются вот снова. Грязные. Ну что, полазили, да? Ой, чума. Смотрите, какая чумазая стала. Ты куда? В озере полазила, да? Такая чумная стала вообще. Какой-то кипиш подняла, да? Я не знаю. Заяц, наверное. И заяц от нее убежал. Заснять не смог, но Айда потеряла его. Сейчас ищет. Как сайгак. Умке пофигу. Она не охотничья собака, ей вообще до лампочки. Этот заяц. Да, Умка? Скажи. Айда-то у нас лаечка, да, она... Или зайчик был, наверное, маленький. Вот тут тюк оставили. И вот около этого тюка, наверное, зайчик был. И все. У меня Айда пропала. Погналась за зайцем. Умке все равно, этот заяц, есть что нет. Ей бы только побегать. Вообще не охотничья собака хаски. Но мышатничать любит. Вот мышей она обожает. Там. Мышей, кротов там таскать, искать. Умка! Умка! А, волчица такая. Уставшая, жирная. Жиреет каждый день. Хоть и бегает, и все такое. Но у меня Айда пропала, да. Она побежала за этим, за зайцем. Все, не знаю, прибежит или нет больше. Вышла наконец из леса. Айда! И обратно зашла. Не успел даже заснять. Вся грязная. Что? Не догнала зайца, да? Ну и молодец, что не догнала. Зачем он нам? Успокойся, больше не бегай за ним. Это только когда надо бегать за ним, знаешь? Да перестань, вот она не может успокоиться никак. Ну, она охотничья собака, конечно, как потом. У нее инстинкт такой. Этой Умка до лампочки этот заяц вообще. Скажи, какой заяц, блин? Я сам белый. Ну что, мы заканчиваем уже вот наш обход такого этого поля. Почти доехали. Ну, почти вот как подкова она. И мы сейчас будем уже разворачиваться и обратно ехать. Мои собаки рядом со мной, они устали, надо их немножко угостить чем-нибудь. Водички у вас озеро есть. А сушки вы любите. Сушки я взял. Сейчас они прибегут. Вот они мне. Локте! Локте! Умка! Лок! Умка! Лок, найди. Шой! На, держи. Держи, умочка. О! Только не подеритесь. На, Умка. Только не подеритесь. За сухарики. Сейчас я Айде дам. На. Ну-ка, на, нога! Все! Нога! Нога! Что это такое? На. На.
Иди свои ешь. Дают же тебе. Что это такое, а? Умка, на. Уж ты. У тебя свои есть сухарики, ешь? Вон. Ешь, на. На. Ешь там. На. Какая? Чё, не дружу с тобой? Не дружу с тобой. Злюка ты. Как кидается? Ты что? Столько уже лет вместе гуляете, и все, никак ты не успокоишься. Вот она такая, Айда такая. Умка-то она добрая очень. Да? Умочка. Умочка. На, Умка. На, держи. Чё? Чё буду? Дерется? Дерется, да, Умка? Что тебе? Попыркнулась? Дерется наша Айда. Злюка это наша, да? Да, Умка? Лёг, Мекезмуна. Не дружим мы больше с Айдой. Не хотим дружить. Давайте. Какая коза дереза, блин. Вообще. Такая злюка оказалась. Я же говорил, что Айда она такая. Она кидается, блин. Хорошо, что на людей не кидается. А так на собак вообще сразу. Ну, что случилось, Умка? А? Иди водички попей до озера, сбегай. Коза дереза уже туда полезла водички попить. Ладно, друзья, мы поедем, будем дальше ехать вдоль этой опушки, дальше по этому полю. А потом уже там включимся. Доберемся до речки снова и там включимся. Ну что, добрались мы до самой речки, прям вот сижу возле речки. Мои собачки где-то там шлепают, по воде ходят. Умка куда-то вообще ушла. Лодки чужие, туда не залезать. Тут даже моторку кто-то оставить, держит. Рыбаки. Вверх по течению очень мелкая вода, и здесь оставляют лодку. Но собака уже запыхали, сейчас водички попили, и снова сил прибавится у них. Да, Умочка? Ну что ты, иди пошлепай по воде. Побегай. Я подожду, пока вы отдохнете. Пошлепаете. Вот такая прогулка у нас. Пошлепайте, а потом дальше поедем домой. Там уже будет, там где-то еще есть стол. Около стола остановимся, посидим. Поухаем, водички попьем. Я покажу еще, какой стаканчик себе купил, приобрел. Не проливайку такую. Все, что ли? Немножко пошлепали и все. Уставшие. Я-то не устал. Я на 4 колесах. Ну что, посидели, братья-кролики? И поедем давай. Сейчас поближе посмотрел, и у Айды там нос разбит. Умка еще так и прокусила ее нос. Вот она драчунья, а сама не может супротив Умки ничего, потому что у Умки туша рожа большая такая, крепкая. Она не может ничего сопротивляться. Вот я здесь заехал, друзья. Сейчас я выеду. Вот такой себе я коридорчик здесь срубил. Вот. Видите? Вот по этой чаще я лучше здесь срубил себе безопасную дорожку такую. Ну как срубил? Алексея попросил, он мне чуть-чуть здесь веточки убрал топором, помог, но все равно остались еще. Потому что стали по этой тропинке потом машины ездить. Видите, ветки мешаются. Как петельки они становятся. Вот, все, выехал. Теперь можно и ехать смело. Вот. Так что не просто так все. Все равно, хоть и вот эта прогулка, видите, она
подразумевает такую безопасность прежде всего. Думать о безопасности. Каждую секунду. Притом. Потому что пока до тебя доберутся там, я даже, наверное, и телефон не смогу, например, если я перевернусь, не смогу достать телефон, чтобы позвонить, если только уже кто-то не догадается, что Серега долго нету. Вот. Все, поехали, а Умка у меня осталась сейчас. Где она у меня, Умка-то? Ты, Айда, куда Умку оставила? Умка! 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 Ты что? Остаться хочешь, что ли? У реки? Нет, сейчас мы еще там остановимся возле столика, там есть столик. Остановимся и чая у меня нету, водичка есть. Водички попью. Давай, сейчас свернем к столику. Умка, да? Свернем? Свернем. Посидим возле водички попьем. Главное здесь не буксовать, здесь это надо на большой передаче штурмовать. Оп, оп. Вот и столик. Как раз под размер коляски, то есть не упирается ничего. Уселся за столик, друзья. Хоть нормально там посижу за столиком. У меня тут водичка. Хотел показать еще, что я прикупил на донаты ваши. Во. Это, знаете, друзья, где я увидел? Помните, внук ко мне приезжал, и Настя такая дает стаканчик, и внуку, и такой открывается клапан и пьет. Ну там, конечно, с зайчиком еще, с узором в форме такой, ну, детская, да. Я говорю, мне тоже такой надо, обязательно. Мне так понравилось, я сразу зашел там на Озон и заказал. Там были детские, конечно, ну как детские, это тоже детское. Но там были, ну, явно там детские, там зайчик, еще какие-то, ну, медвежонок там с ушками, еще что-то там в форме зайчика и все такое. А этот более-менее такой вот, ну, для моих слабых рук как раз самое то. И сразу есть такой, видите, трубочка сразу автоматика, так сказать, закрывается вот этот колпачок и открывается. И водичка. Не надо там стаканы, не надо бутылку искать с подходящей трубочкой и все такое. Все в одном. Чай налил, также можно выпить. Закрыл, просто ничего не надо, трубочку там не закручивать, просто вот эту защелку вперед толкаешь, трубочка сгибается и все. Ну, не проливайка для детей. Детские недорогие, там 400 рублей, что ли, я видел. А вот это, у меня вот это обошлось мне 800 рублей на Озоне. Я не жалею. Я очень долго уже искал такую штучку, чтобы мне не бутылочкой там возиться, а вот именно, чтобы... А то вот эта трубочка, в бутылочку засунешь, она то уйдет, то длинная. А тут как раз все в меру. Вот. Ну что, друзья, моя прогулка, наверное, заканчивается. Буду заканчивать. Собачки тут уже, как вот направление домой, в сторону дома начинаю ехать, сразу меня оставляют. Уже чувствую, что надо им домой ехать. Ну, нагулялись, набегались, но я еще буду, так сказать, вилять, гулять, чтобы они еще больше устали. Вот, но это я уже снимать, конечно, не буду, и этот ролик буду заканчивать. Еще зайду в лесок подышать таким пихтовым эфирными маслами, ну, ароматом таким. В том лесочке, тут недалеко, да, лесочек, прям вот дышится, прям приятно дышится. Вот. Вообще на природе и так приятно, хорошо дышится, а там вот это эфирные масла пихты вообще суперские, прям вот очень положительно влияют на легкие. Ничего, сегодня вот зайчик, вот он выскочил, я, к сожалению, не успел заснять,
Зайцы у нас уже редкость, ну пускай размножаются. И никакой об охоте, конечно же, речи не идет. Пускай размножаются. И сейчас рано еще для охоты. Вот, собак испугнули нечаянно, так сказать. Айда. Умке наплевать на этого зайца и на эту дичь, и все. Ей бы Умке что-нибудь там побегать, что-нибудь потаскать, там санки, еще что такое. Вот у нее стихия. И просто побеситься. Вкусная колодезная водичка. О, прям приятно. Хлоп и закрыл. И сюда. У меня тут местечко за ремнем. И все, суперски. Ну что, друзья, вот такая у меня прогулка с собаками вышла. Давненько я не снимал свою прогулку. Хочется, конечно, пообщаться побольше. Надо стримы запускать уже. Вот. Конечно же, столько подписчиков на ютубе и никогда даже, как сказать, в мыслях нету, чтобы забросить этот канал. Подписчики очень нам важны. Важны, и каждого зрителя мы очень уважаем. Вот. Так что смотрите наши ролики и дальше. Какие будут, такие будем показывать. Обычные сельские, деревенская сельская жизнь, деревенские заметки и наши рассветы, в том числе и мои тоже, Серегины рассветы. Вот этот лесок, друзья, каждый раз сейчас заезжаю в этот лесок такой небольшой, каждый раз заезжаю, чтобы прогуливаться. Прям вот, ну вот, просто надышаться этим воздухом. Смотрите, и тропинка такая идет, и пихтовый аромат. Ой, а белых-то сколько грибов. Луговики. Смотрите, Маша не знает это место, а тут оказывается, смотрите, сколько луговиков. О, вот видишь луговики? Белые грибы, настоящие белые грибы. Ничего себе. А что Маша это самое вообще не знает про это место, что ли? Своим крюком сейчас попробуем достать. Ну-ка. Смотри, гриб. Видите? Вырвал. И он чистый. Смотрите, какой чистый гриб. Вот тебе и грибник. О, смотрите, какой белый гриб. Это настоящий белый гриб. О, он луговик называется, он не боровик, он чуть-чуть светлее. О, вот такой гриб, да? Сейчас еще это самое. Может, пару штук еще смогу своим крюком достать. Вот это гриб. Ой, смешно так. Куда-нибудь надо этот гриб положить. На пенек какой-то. Сейчас сумочку сюда поставлю. Ничего себе. Что тут еще? Грибы есть, просто я туда боюсь. Потом перевернуться можно уже, да? Можно запросто перевернуться. Собаки думают, что Серега там делает. Мы же домой уже собрались. Вон, вижу, еще один. В кучу они вышли. О, сейчас еще один попробую достать. Что? Сейчас достанем. Что-то показывает. Нет. Карамультук свой. Хоп. Этот, наверное, уже надо нож было взять. Я думал, что. Я же не думал, что это самое. За белым зайду в лес. Я не думал, что найду эти грибы. Вон. Тоже чистый такой. Ножки, смотрите, какие беленькие. О. Вот это, да. Второй гриб. А потом у меня машина приехала. Этот червивый.
машина. Машина едет по дороге. Тут недалеко дорога. Это червивый. Вот оказывается, где грибы-то белые. Вон я вижу один еще. Интересно, я... Блин, забуксовал, друзья. Надо мне как-то по-другому. Сейчас скорость побольше добавим. Ой. Вон, смотрите. Белые грибы, блин. Оказывается. А я тут. Тут их море. Тут их море. Ой. Вот это да. Собака удивляется. Почему? Мне что, Маша, что ли, позвонить? Вот. Как мне достать этот гриб? Надо было захват взять. Как сломать мне этот гриб? Во-первых. Ой. Смотрите. Как я это буду делать. О, я вырвал его. Сейчас. Ничего себе. Какой красивый гриб. Интересно. Очень интересно. Сейчас. Ну-ка. То у меня отберете гриб мой. Хорошо, что вы не кушаете эти грибы. Так. Видите удочку мою? Вот так приходится собрать грибы. Видите? О, какой прекрасный гриб. Грибочек, да? Белый. Почистить от землицы, и будет прекрасный гриб. Так, мне ножка осталась. Не получилось у меня вырвать этот гриб. Шляпка-то чистая, да? У меня пакета с собой не оказалось. Блин, куда я грибы-то буду засовывать? Ножка останется, я не могу ее взять. Друзья, ну никак не получается у меня ножку взять. Вон вижу там грибочек, еду к нему. О, луговичок такой маленький. Мне нужно развернуться потом. Видите луговичок? И там сверху, и здесь. Как потом? Не знаю. Иди сюда. О, луговичок. Видели, как я собираю? О, вот такой. Короче говоря, о, этот гриб вообще подошел для моей палочки-выручалочки. Ой, застряну, наверное, я. Не развернусь. Кто меня здесь найдет? Айда. Подскажите мне. Подскажите, Маша, как меня найти отсюда? Так, надо будет выйти потом. Ой, блин. Грибы есть. Они везде вон. Надо собрать сюда. Прийти и собрать просто. Тут грибник тоже, наверное, подошел. Тут вон еще есть. Вон грибы. Сейчас. Так, ладно. Выходим мы с этого места, с этого лесочка. И грибы собрали. Ну тут грибник пришел на мотоцикле. Умка нормальная. Айда, смотрите, нашла какую-то вонючую хрень. Слово уже подбирать не могу. И натерлась. И воняет, ну прям вот помойкой воняет. Ну, наша драчунья уже на привязи, все, приехал. Вот у Айды домик. Устала тоже. Заходи. Драчунья такая. О,
Заходит, выходит. Любит так. Наполовину выйдет, а половина в будке. И так может час простоять. Вот. Такая драчунья вообще. Намазалась каким-то вонючим. Я не знаю, где она в лесу нашла это все. Воняет невозможно. Я не знаю, как Маша привязала ее. А здесь у нас умочка. У нее вольер прекрасный. Многие там ругают, там клетки держите. Это не клетка, друзья. Ну, относительно, конечно, клетка. Но у нее вольер. Прекрасный вольер. Там буточка внутри вольера. И все прекрасно. Она довольная. Она каждый день сейчас гуляет, прогуливается. Вот. Сегодня просто вот вдвоем решили. Подрались, конечно, как обычно. Ничего, следующие походу буду брать по очередности. Настоящая волчица и лежит как волчица. Пришла, сразу в вольер зашла, я уже даже снять не успел. Я уже, как подъехал на коляске, уже она в вольере была, я просто закрыл. И все. Буду заканчивать. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они такие же будут приятные, как для меня сегодняшний рассвет и сегодняшний день. Вот. Все. Всем пока.